Абхазию и Россию связывает давняя история взаимоотношений, которые, несомненно, должны и далее развиваться, отметил президент, приветствуя гостей. Весьма символично, что визит делегации из России совпал с юбилейной датой 145-летием со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Сегодня можно сказать, что дело, начатое им в те сложные годы, находится в надежных руках, сказал Рауль Хаджимба. Я вам благодарен за то, что вы проявили такую инициативу, и сегодня вы здесь находитесь. Среди наших писателей, журналистов, которые активно работают над тем, чтобы эти связи приумножались. Я благодарен и нашим людям, которые сделали очень многое для того, чтобы русская культура была частью абхазской культуры, чтобы культура была тесно взаимосвязана, без каких-либо отрицаний, без каких-либо сложностей, которые, во всяком случае, бывают на сегодняшний день во взаимоотношениях между государствами. Очень многое связывает с Северным Кавказом. Субъекты, которые составляют единую русскую государственность. Мы хотим этих отношений и с Северным Кавказом. Мы гордимся этими отношениями. Председатель Союза писателей России Николай Иванов поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием, отметив, что у Союза писателей России есть большое желание возобновить тесные контакты с писателями Абхазии. Мы понимаем, что в какое-то время связи были ослаблены, но они никогда не были утеряны, подчеркнул Иванов. В данное время между Краснодарской писательской организацией и Союзом писателей Абхазии подписано соглашение о взаимодействии. У писателей Карачаево-Черкесии и Абхазии также налажены тесные связи. Политикам в определенный исторический момент удалось разорвать географическое вот такое единство нашей страны, да? но никакие политики никогда не разорвут наше единство народное, нашу любовь двух народов друг к другу. Да? И, вы знаете, блистательный дипломат Федор Иванович Тютчев, когда говорил о единстве, он ответил оракулам, которые призывали единство сплачивать мечом и силой. Он им ответил очень просто. А мы попробуем спаять его любовью. И там посмотрим, что сильнее. Николай Иванов также отметил, что в ходе визита в Абхазию планируется разработать дорожную карту с конкретными проектами по укреплению разностороннего взаимодействия. В частности, будут обсуждаться возможности участия абхазских писателей во всероссийских писательских конкурсах, а также писательских семинарах, литературных чтениях. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов сказал о том, что для Союза писателей Абхазии визит в нашу республику российских коллег имеет большое значение. Конечно, мы придаем большое значение приезду делегации Союза писателей России. Мы, конечно же, в первую очередь за восстановление и развитие литературных взаимосвязей Абхазии и России. Приезд делегации Союза писателей России в Абхазию имеет большое значение как начало возобновления давних традиций сотрудничества. Член Союза писателей России Лариса Шибзухова отметила, что абхазы и абазины – братские народы, и эта встреча – еще одно доказательство единства двух народов. Что мы братские народы – это бесспорно, и наше слово, наш язык – этому лучшее доказательство, и кровь наша едина, и сознание едино, и менталитет у нас один. И в художественном слове это тоже, конечно, проявляется как нельзя лучше. В завершение встречи участники российской делегации вручили президенту Раулю Хаджимба памятные подарки.